Что касается глухих букв тувинского языка, то есть это буквы Т, С, П, К, Ч, Ш. Произносить их следует, как будто их две. Например, Амытан. Не Амытан, а Амытан. Именно как две, как сдвоенное Т. Вот здесь вот. Амытан. Эки. Эки. Амытан это переводится как существо, животное. Эки. Здравствуйте. То же самое и с буквой П. Например, апар. Уносить. Следующее слово. Апар. Становиться. Эти два слова произносятся одинаково, с двумя «п». Но так исторически сложилось, что становиться пишется с одной буквой «п», а уносить апар с двумя. Апар. Буква Ч точно такая же. Например, чечек. Как будто бы здесь две буквы Ч. Чечек, чечек. Следующее слово. Ашак. Мужик. Точно так же. Как будто две С. Ашак. Ашак. Аш-ша. Ашак. Буква С. Гюсель. Счет, средства переводится. Тоже произносится с двумя С. Нужно понять, что между двумя гласными, дабы сохранить свою глухость, они произносятся как сдвоенные. Апар, амтан, эки, аша, кюсель, чечек.